Песнь 11 о том, как Идыгей бился с войском хана Тохтамыша. Молвил, и вот что произошло. Тучей небо заволокло, тьма из черной тучи взвелась, с небесами земля слилась, небо разверзлось, земля затряслась, молния огненная зажглась, возвышая, что Тенгри Бог это яркое пламя зажег. Ханы смотрели, окаменев, будто увидели Божий гнев. В ужасе прижались войска, им казалось, гибель близка. Пыль взметнулась со всех сторон, поднялись 50 знамен. Так 50 тысяч бойцов, возглавляя, пришел Идыгей, а за ним 17 мужей, 40 храбрых, готовых к войне, на игривом горсуе коне. Двинулся Идыгей вперед, Тохтамыш, властелин господ, сытых, как спелой пшеницы зерно, им тарханами зваться дано. И султаны, чей предок Чингис, сыновья отцов боевых, братья отважных братьев своих, завороженным взором впились в Идыгея, который в броне горцевал на мощном коне. Слился он с чубарем конем, шлем орлиный блещет на нем, шуба золота и парча, широки два батырских плеча. Побежденных он слышит мольбы, крепкая грудь шире арбы, руки могучие, как лапы льва. Вот он грозной рати глава. Он послал привета слова Бию Кыпчаку издали, испугал врага Идыгей, дух его оказался сильней. Бий Кыпчак сперва побелел, а потом, ослабев, почернел. В пятки ушла его душа. Видно, сегодня я заболел, он подумал, с трудом дыша. Поле боя покинул он. Идыгей, богатырь исполин, на Майдане остался один. Саблю из ножен вынул он, размахнулся, сжав рукоять. Криком битвы начал кричать. Мнилось, разверзлись небеса, мнилось, ослепли у всех глаза. Лик степи стал красней огня, Идыгей пришпорил коня. Выступил у Чубарова пот. Перед Идыгеем встает 900-главая рать. Идыгей, продолжая кричать, сделал один сабельный взмах. Вражьи рати почуяли страх. Врезался в их середину конь, извергая из пасти огонь. Испугавшись, бросилась в степь 900-главая рать. Начал Идыгей воевать. Мир такой войны не знавал, так отважно не воевал Искандер, что Румом владел, так отважно не воевал сам Рустам, уж на что был смел. Муж Чингис, чей отец Юзикей, сказывает, был таков. Пламень высекал из камней, воду высекал из песков, высекал он кровь из мужей, высекал он дух из врагов. Но когда ударял Идыгей, всех вместе взятых был он сильней. Из огня была рождена сабля, в Дамаске закалена, с молнией сход на круговой, а на солнце сверкала она быстрой родниковой струей. И дышала она, как дракон, Идыгей войной распален. Размахнул, убил одного, 10 свалилось возле него. Вихрь взметнулся, стало темно, от удара упало в прах 100 10 заодно, 100 1000 заодно. Не различая, где чернь, где знать, он с холодной водой котел смертью не соизволил признать. Был таков Идыгея удар, что обволакивал шатры, над котлами шипящими пар, радуясь своему торжеству, раздвигая, как волк, траву, заставляя падать людей, устремился вперед Идыгей. Опрокинул, когда пришел, он с холодной водой котел, всех давя, валя, гоня, на земь свалил Чингизова стяг, и копыта его коня раздавили Чингиза стяг. В трепет муж Идыгей привел 90-главую рать, силы никто в себе не нашел Идыгею противостоять. Тохтамыш и вся его знать бегством кончили этот бой, уповая на Божий суд. В стольном граде нашли приют, заперли врата за собой. Сразу пришел в себе Тимиршах, вспыхнула гордыня в очах. Вслед Идыгею битве готов, он направил своих слонов. Рати, потерпевший разгром, баба покажется богатырем.
Так подумал Темир-Хромец, и во главе своих полков, словно испуганных овец, гнал, давил, истреблял врагов. Саблю заставив пуститься в пляс, двигался Идыгей вперед. Мертвых не замечал его глаз, и живых не брал он в расчет. Так вступил он в стольный град, так достиг он железных врат. Выли 12 охватов они, берегли супостатов они. И те врата один только раз стукнул ладонями Идыгей. В небо взлетели они тотчас. Солнце затмилось, спустилась мгла, одинокую луною взошла. В небе 12 звезд зажглось. С неба врата полетели вскось и со звоном зарылись в прах. Нурадын, светлолоб, светлолик, подоспел к вратам в этот миг. Своего отца ученик, ратным овладев ремеслом, на коне огнецветным верхом. Сквозь врага скачав напролом, грозно доспехами гремя, он упасть заставлял плашмя тех, кому умереть суждено. Превращал в бессильных коллег тех, кому в муках прожить дано. Алманбию Алана в главу так избивал, что завыл Алман. Байназара дивана главу, на него накинув аркан, так избивал, что поднял он вой. Бия Дюрменя, что был главой секироносной орды боевой, он привязал к железным вратам. Так его бил по мягким местам, что, крича, запрыгал Дюрмен на глазах у своих бойцов. Каримбия, главу песцов, так порол он ремнем своим, что заикою стал Карим. Умарбия орать заставлял, Чакмагыша, что управлял ратным хозяйством огневым. На лопатки его положив, так порол он, что еле жив. Тяжело Чакмагыш застонал. Тех, кого Тохтамыш возвышал, Ильтараса и Ямгуру, так избивал, что, забывший стыд, зарыдали оба навзрыд. Сына отец не мог узнать, дочку не признавала мать. Войны не могли понять, где своя, где чужая рать. Глянул на небо Тохтамыш, пламень высокий увидел он. Глянул на землю Тохтамыш, крови потоки увидел он. И когда он панцирь надел, недоступный для тучи стрел, непробиваемый и копьем, и когда несравнимый ни с чем, девятиглазый надел он шлем. И конюшему повелел вороного коня привести, и когда, готовясь к пути, на коня густогривого сел, на поводьях в страхе, в тоске, ханша повисла Джанике. «О мой хан, себя пожалей, бедную голову твою отсечет в степи Идыгей. Не выезжай ты в степь, я молю, венчанную главу твою унесет, отрубив Идыгей». Ханше хитрый сказал Джанбай: «Госпожа, не плачь, не рыдай, если приходится кочевать, с тяжким вьюком идет верблюд. Если в город врывается рать, девушки в испуге бегут. Если за ворот хватает боец, мухе душе приходит конец. Если голову сбережешь, то и муху душу спасешь. Ханша, ни к чему твоя речь, голову должен хан уберечь». Тохтамыш, отстранив Джанике, крепко сжав поводья в руке, к белой улице поскакал. Улица эта светла-бела, лишь для знатных открыта была. Сотни воинов на вороном, хан спасался по чреве степном. Прочитал Альберт Нигамаев.